самом центре города Якутска на территории сквера Тружеников тыла появился новый фонтан. Прежде здесь был классический фонтан с открытой чашей, наполненной водой. Теперь на его месте появился так называемый сухой фонтан, по которому можно даже ходить. В нем предусмотрено несколько режимов работы и подсветка. Это необычное сооружение, которое находится под плоской площадкой. Струи воды бьют из-под земли, поднимаясь на высоту и подсвечиваясь разными цветами, будто танцуют под музыку. Значит, проект этот начался еще в 2017 году. Соглашение о том, что вот сквер Тружеников и с фонтаном будет спонсировать Якутский водоканал. И вот в этом году мы завершаем. Значит, в прошлом году мы запускали сквер, ну и там фонтан был временный. Весной этого года мы получили запроектированный в Москве фонтан. Ну вот и сегодня запускаем. С чем я и всех поздравляю. По словам специалистов, данная технология общемировая. Во многих известных европейских городах давно и широко применяется именно этот метод. В республике его применили первый раз и, как заявляют местные власти, не последний. В рамках реализации программы формирования комфортной городской среды на одном из 7 объектов строят проект сухого фонтана. Например, в центральной площади поселка Жатай. К концу текущего года завершатся работы объекта. Фонтан будет больше, чем нынешний. Кроме того, архитекторы проведут социальный опрос для дальнейшего развития сухого фонтана на центральной площади города Якутска. Якутия недаром славится именно как республика, в которой самое молодое население. Чем привлечь сегодня молодежь в общественные пространства? Что должно быть знаковое для того, чтобы люди не хотели уезжать из наших городов, из сел? Именно современностью, новыми какими-то подходами. И вот такие вот форматы современные, которые наши архитекторы сегодня реализовывают в своих проектах, это как раз те форматы, которые позволяют, придать абсолютно новую, жизнь в те уже привычные места. Вспомните, какой был этот сквер до того, как этот проект был реализован.